В республике определят лучшие товары Башкортостана. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Сергей Севницкий, директор Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня мы говорим о том, что в республике определят лучшие товары Башкортостана. Что под этим подразумевается? Соль, сахар, БПЛА или что-то еще? Сегодня продолжается прием заявок на конкурс, который в этом году в определенном смысле будет юбилейный, будет именно российский этап будет отмечать свое 25-летие. Значит, чем уникален конкурс? То, что ограничений по продукции конкурс не имеет. То есть в рамках конкурса оцениваем продукцию. Это и соль, и БПЛА, это и самолеты, это и автобусы, это и услуги, которые оказывают, которые мы с вами как потребитель получаем. Это касается и услуг, связанных с медицинской деятельностью, с образовательной деятельностью. Участником этого конкурса может стать любое предприятие. Расскажите, сколько уже предприятий присоединились к конкурсу? У нас каждый день идет набор заявок. Я могу сказать, что вот прямо сейчас точную цифру не дам. То есть на неделю назад у нас было более 100 заявок, уже поданных. Я думаю, что на текущий момент это количество уже больше. Какие результаты уже достигнуты за это время? Вот вы сказали о том, что конкурс «Лучшие товары Башкортостана» юбилейный. Юбилейный какой по счету? У нас конкурс, он сам состоит из двух этапов. Есть 100 лучших товаров России. Лучшие товары Башкортостана – это региональный этап конкурса федерального 100 лучших товаров России. Вот 100 лучших товаров России будет в этом году проводиться 25-й раз. То есть 25 лет назад этот конкурс стартовал. И это точно один из самых старых конкурсов у нас в России, именно в области качества. А в Башкирии конкурс стартовал в 2002 году. То есть он будет проходить в этом году 23-й раз. Что конкурс дает предприятиям? Как я уже сказал, в конкурсе может принимать любое участие, но оценка в конкурсе идет не предприятие, а идет либо продукцию, которую предприятие представляет на конкурс, либо услугу, если оно заявляется именно с услугой на оценку конкурса. Соответственно, предприятие получает полноценно оценку, как эту продукцию воспринимает рынок, как эту продукцию воспринимают регуляторы, контрольные надзорные организации. То есть фактически это такой аудит, только без надзора. Да? То есть когда предприятие получает оценку и со стороны потребителя, и со стороны контролирующих организаций. То есть я правильно понимаю, что в составе жюри есть не только эксперты, но и обычные люди, обычные потребители? Это даже не жюри, это целая комиссия. Комиссию возглавляет премьер-министр республики Андрей Геннадьевич Назаров. В составе комиссии представители большого количества министерств и ведомств, которые оценивают тоже продукцию предприятий подведомственных им с точки зрения подчиненности. Какие критерии лежат в основе определения победителей? На самом деле конкурс уникален тем, что, во-первых, он с обратной связью, то есть это тоже особенности конкурса, то есть это не значит, что предприятие подала документы, не имеет обратную связь, не может что-то подкорректировать. То есть в рамках конкурса ведется работа с тем предприятием, которое заявилось, то есть это обязательно выезд, это обязательно осмотр, это обязательно дегустация, если это пищевая продукция. И для самого предприятия результат этого конкурса он выражается в получении возможности брендовать свою продукцию, да, то есть знаком. Если только предприятие проходит конкурс в республике, региональный этап, то и становится лауреатом, то получает право наносить на маркировку лучшие товары Башкортостана. Если предприятие идет дальше на российский конкурс и становится на том конкурсе лауреатом, то, соответственно, знак 100 лучших товаров России один из самых узнаваемых потребителям знака на маркировке продукции.
Какие предприятия могут принимать участие в конкурсе? То есть есть ли какие-нибудь критерии, требования, например, предприятие должно работать уже не менее 5 лет, условно? Никаких ни критериев, ни ограничений нету. Предприятия начинают от самозанятых, от мастерских, творческих, заканчивая крупнейшими предприятиями. Наши постоянные участники – это все крупные предприятия республики, это все нефтеперерабатывающие заводы, это Башспирт, это НИФАС, это ИСКОШ, то есть все крупные предприятия постоянно принимают участие. И мы всегда очень рады тем, кто принимает участие первый раз. Обычно каждый год примерно половина предприятий принимают участие впервые. И с ними интереснее всего строится работа, потому что для них конкурс, он дает, не то что путевку в жизнь, то есть, по крайней мере, на первом этапе дает адекватную оценку, то есть, как рынок воспримет их продукцию. А кто из участников примет участие уже на всероссийском уровне? Мы здесь только можем просить предприятия, то есть почему? Потому что на российском этапе предприятия представляют уже республику, поэтому для нас очень важно с предприятиями на региональном этапе конкурса отработать так, чтобы они были готовы к достойному представлению продукции, производящейся в республике на российском этапе конкурса. Кто из них примет, к сожалению, для нас... Я имею в виду, это будут победители, либо только призеры. Какие категории допускаются до всероссийского уровня? Тоже никаких ограничений нету. То есть, по сути, сам региональный этап, он не дает ограничения, даже если вы не становитесь лауреатом на конкурсе, тот, который проходит в республике, вы можете подать и на российский этап, но там нету обратной связи, то есть там надо заполнить документы, отправить, и там уже жюри оценивает именно ту информацию, которую предприятие загружает, то есть в качестве той документации, которая требуется в рамках подготовки к конкурсу. Поэтому в первую очередь мы, естественно, на российском этапе ждем тех, кто выиграет у нас и станет лауреатами на региональном этапе, станет лауреатом конкурса «Лучший товар Башкортостана». Сергей Анатольевич, вы сказали, что конкурс проводится уже 23 года. Какие традиции сложились за это время? Может быть, удалось ли понаблюдать, что в начале дебютант конкурса, сейчас уже успешное предприятие, которое уверенно стоит на ногах? Были такие опыты? Бизнес-модель, которая расцвела вместе с конкурсом? Конечно. У нас фактически, если говорить про те предприятия, которые принимают участие постоянно в этом конкурсе, и у тех, у кого примерно такой же возраст, то есть 25-30 лет, то есть это, можно сказать, тех, кого мы наблюдали, все этапы становления, то есть среди них достаточно много предприятий, но это в основном предприятия частные, то есть которые организовались 25-30 лет назад, они пришли в конкурс. Конкурс им помогает позиционировать себя с точки зрения качества. Мы очень надеемся, что они приходят в каждый год для участия в этом конкурсе, потому что видят толк и видят продвижение своей продукции. И, как правило, потребители верят, когда на каком-нибудь товаре, на какой-нибудь услуге, есть такая маркировка, что это лучший товар в Башкортостане, может быть, лучший товар, победитель какой-то акции, еще что-то, признан на международном уровне и прочее. Есть ли у конкурса своя маркировка, чтобы на прилавке, например, или где-то еще можно было увидеть, что это победитель конкурса «Лучший товар Башкортостана»? Я тоже потребитель, то есть мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что потребитель в первую очередь верит и доверяет тому, что максимально открыто и то, что максимально открыто освещается. Поэтому конкурсу освещение, то есть дается очень большое, и как оценивается результат, почему оценивается результат. И потребитель, выбирая продукцию, я, по крайней мере, надеюсь, он выберет, выбирая между двумя видами продукции, ту, которая будет иметь эту маркировку, потому что это, может быть, дополнительным будет признаком доверия у потребителя или поручительства, то есть со стороны комиссии, которая такую оценку этой продукции дает.
Сергей Анатольевич, расскажите, до какого принимаются заявки для участия в конкурсе «Лучший товар Башкортостана» и где можно, может быть, найти положение? Сроки подачи заявки у нас каждый год традиционно продляются. В этом году тоже не исключение. Срок подачи заявки продлен до 15 апреля. К сожалению, на больший срок мы продлить точно не сможем, потому что мы просто не успеем отработать по всем заявкам с предприятиями. Мы в конце мая месяца должны уже будем подвести итоги. Почему? Потому что с июня месяца начинается подача заявок на российский конкурс, да, то есть, ну и, соответственно, чтобы у предприятий была возможность и поучаствовать в этом конкурсе, пройти, оценить себя и принять решение об участии в федеральном конкурсе. Все о конкурсе можно, всю информацию о конкурсе можно узнать у нас на сайте, то есть у нас есть и положение о конкурсе, есть все телефоны. Я думаю, что на сайтах министерства, ну, по крайней мере, Минпрома, Минторга, Минсельхоза, это точно тоже вывешено, поэтому здесь потребителю где удобно, да, то есть он может найти. Самое главное, правильно набирать информацию. Лучший товар Башкортостана. То есть он, любой поисковик его выведет правильно на правильную информацию. Сергей Анатольевич, спасибо огромное, что пришли сегодня в студию, рассказали нам о конкурсе, о том, что каждое предприятие может принять в нем участие. Спасибо. Вам спасибо. Мы ждем предприятия на этом конкурсе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью», и сегодня мы говорили о региональном конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». Спасибо, что были с нами.